А теперь о том культурном наследии, что формируется у нас на глазах последние 15 лет. Больше в республике нет ни одного эстрадного фестиваля с такой долгой историей, как «Татар-Жары». В этом году грандиозное музыкальное событие Татарстана, фестиваль исполнителей популярной музыки татарской эстрады «Татар-Жары», отметил свой юбилей. Он во многом диктует правила на татарской эстраде. Новые звезды, сотни новых дисков, многочисленные музыкальные проекты. Как за 15 лет менялись тенденции на татарской эстраде и какое отражение они нашли в нынешнем юбилейном концерте? Какие проекты реализованы и в чем инновационность татарского шоу-бизнеса? О грандиозном музыкальном событии, многомиллионном бюджете мероприятия, а также о главной награде «Алтын Барс», за которую традиционно борются номинанты, Лейсан Сабирова. О том, что это событие ожидаемое, говорит наряд гостей. Для многих это выходная вечеринка, на которой надо быть и надо выглядеть на высоте. Мои родители каждый год. Я в этом году только переехала, поэтому тоже присоединилась, и мне нравится. Попасть на Татар-Жары – это уже событие. Билеты раскупают за несколько месяцев. Нам нравится. Это как какой-то праздник, как Сабантуй, как Новый год. Да, это имиджевое мероприятие, да, это круто, да, это лучшее из лучших, это самая яркая сцена, это самый высокобюджетный эстрадный фестиваль в Татарстане. Цифра 15 в этот вечер собирает лавры, словно организаторы ставили ее как показатель. За это время изменилось многое. Деревянные корабли канули в лету. Еще 7 лет назад, как участник проекта «Фабрика звезд», на сцену фестиваля Азалия Зиннат поднялась с известной певицей Зухрой Шарифуллиной. Легкая рука мэтра сделала свое. У Азалии свой барс. Я очень довольна, очень рада, что получила наконец-то премию. Да, и я была в номинации «Прорыв года». Я считаю, что достойно. Начиналась как солянка, но уже в 2003 году фестиваль получил статус международного. В разные годы из Казани свой барс увезли Джемиля из Финляндии, Зули Камалова из Австралии, Алсу из Москвы. Зайнаб Фархетдинова с мужем Зуфаром Билаловым в Казани хранят 23 статуэтки. Первая награда, украшенная бриллиантами брошь, самая дорогая. Тем более рождение фестиваля совпало с рождением сына. Я каждый год стараюсь, я предлагаю своему зрителю всегда новые вещи. Я хочу, чтобы у зрителя каждый раз оставалось из моего репертуара что-то интересное, что-то запоминающееся. Эволюция песен, эволюция сцены, эволюция главных наград. За 15 лет барсы возмужали, и выглядят они более солиднее. И вес у них в прямом и переносном смысле стал тяжелее. А нынешние и вовсе сделаны по новой технологии. Такие уж точно будут эксклюзивными. Дизайн этих золотых барсов больше не повторится, обещают организаторы. Татар-Жары как показатель востребованности певцов. За 15 лет кто-то сошел с дистанции, кто-то все еще на плаву. Но юбилей собрал всех, благодаря кому татарская песня узнаваема. Песня вот такая вот появилась у нас. Вернее, и песни, наверное, из нас сделала кем-то, может. «22 года на сцене, за это время спето многое. Но, безусловно, самой хитовой песней группы Айфара остается «Оккоен». Их песню подают на горячее. Пусть песни Ильдара Ахметова не 15, но свой кусок юбилейного торта он охватил. За мелодичность исполнения, за одну и ту же песню он получает второй барс. Если жить с любовью, то все удается. Любовь окрыляет, дает силы, веру и просто насыщает жизнью. И вот я хочу сказать Ильдару Ахметову огромное спасибо за то, что ему так удаются песни о любви. Свою оценку на протяжении 15 лет дает первый президент республики Минтимир Шаймиев. В этот вечер передает привет и от имени Рустама Минниханова. Я сидел и думал, если бы 15 лет назад мы не сделали это, несколько татар так и ходили бы и пели, постукивая по груди. Мы видим сегодня достижения фестиваля, потому что нам нужно показывать направление один раз, в нужное время, поддержать словом, остальное мы сделаем.
За 15 лет около 250 песен стали лауреатами. Заветные статуэтки получили почти 150 исполнителей и коллективов. Зрителями стали тысячи казанцев и гостей столицы. Сторожилами остаются Салават, Хания Фархи и Айдар Галимов. Процесс какого-то поиска, он не прекращался. Вот поэтому-то он получил огромный резонанс не только в пределах Татарстана, конечно же, и Башкортостана, и всей России, а может быть и зарубежных стран. Многие татары интересуются, приезжают. Татаржира – это не только концерты раз в год, это целенаправленная работа в поддержку национальной эстрады в течение всего года. Подготовка песен, их ротация на радио, выпуск новых сборников и запись клипов. За 15 лет организаторами фестиваля выпущено несколько миллионов дисков различных форматов. Здесь и поп, и классика, даже шансон и рэп. Зажжены новые звезды. У нас есть свои цели, свои видения, свои задачи, как эстраду развивать, и мы видим ее, как развивать, и мы исходим из своих задач. Но наши задачи, они четко сформулированы рыночными отношениями. Мы видим, что нужно зрителю. По человеческим меркам 15 – это возраст подростка. И только у песни нет возраста. Поэтому и Татаржира начинает лишь новый отсчет. Лейсан Сабирова, Марат Саидгараев, Александр Лобанов, Айрат Мухамедзянов. Республика. Итоги недели.